Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем, как задерживали вора в законе Рашида Хачатряна. Вором в законе являетесь? Не знаю, что вы говорите, что за закон. Соседи не видели и не слышали. Вышел бы и подслушал бы, и чего только не было. Дело о принуждении к занятию проституцией, в том числе и несовершеннолетней девушки, передано в суд. А также один человек пострадал в результате аварии в Щербаковском переулке. Полицейские, конечно, говорят, что я ехал на красный сигнал светофора, а я ехал на зеленый. Это и не только. Прямо сейчас. Закон для лидеров криминального мира в действии. В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. Полицейские установили, что один из лидеров криминальной среды хотел установить свое влияние в Чистопольском районе республики. Создал ОПГ, вымогавшую деньги у предпринимателей. Часть шла членам группы, другая непосредственно организатору. Его силовики задержали у себя дома в Оренбургской области. Айрат Назипов продолжит. Число, месяц, год рождения ты можешь назвать? 12 августа. Свой 53-й день рождения отмечает в следственном изоляторе. На свободе был не так долго. Год, 1 месяц и 4 дня. Недавно освободился. По какой статье? 210. Вором в законе являетесь? Не знаю, что вы говорите, что за закон. Я всю жизнь живу в беззаконии. Рашида Хачатряна, известного как Рашид Джамбульский, задержали 9 августа у себя дома в Оренбургской области. Вообще только вышел. Я вышел, вот, пацану рабочий, вот он, строитель. Вышел, смотрю, что он делает. И смотрю, лезут. Полицейские установили, что несколько человек в Чистопольском районе вымогают у бизнесменов деньги под угрозой физической расправы и уничтожения имущества. Предварительный ущерб превысил 5 миллионов рублей. 6 подозреваемых задержали. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». От них ниточка потянулась в Оренбургскую область. Полицейские заподозрили, что один из криминальных авторитетов решил установить свое влияние в Татарстане и создал данную группу. И часть денег ее члены отправляли организатору. При обыске по месту его проживания обнаружено изъяты холодное оружие, сим-карты, сотовые телефоны, предметы с воровской символикой, а также более 1 миллиона рублей и 6 тысяч долларов США. Следственной частью Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении Рашида Хачатряна возбудили дело по статье «Вымогательство» и занятие высшего положения в преступной иерархии. Последнее предусматривает лишение свободы до 15 лет со штрафом в размере до 5 миллионов рублей. Айрат Назипов, «Вызов 112». В суд передали уголовное дело в отношении 34-летней Айсины Шамсияровой. Женщину подозревают в организации занятия проституцией. Следователи установили, что в 2018 году она привлекла для интимной работы 4 девушек, одна из которых была несовершеннолетней. Ей было всего 15. Задержали женщину в ноябре того же года. Она не давала девочке прекратить это занятие. Подробности преступного бизнеса у Нафисы Минязовой. Если был такой шум и что-нибудь, я все равно уж услышал бы. Вышел бы и подслушал бы, и чего только не было. Соседка, которая жила рядом с одной из арендованных для жриц любви квартир на улице Глушко, рассказала, что подозрительного ничего не видела и не слышала. Девушки жили тихо и спокойно. Чем они занимались и как зарабатывали на жизнь, женщина не знала. Соседи считали, что это обычные студентки, к ним в гости приходят их родственники и друзья. Но следователи установили, что в 2018 году 4 девушек, одна из которых была несовершеннолетняя, наняла 34-летняя так называемая мамочка ночных бабочек. Хоть и незаконно, но девушки зарабатывали себе на жизнь. Финал сообществу пришел в ноябре того же года, когда 15-летняя девушка отказалась дальше оказывать интимные услуги. После того, как одна из несовершеннолетних девушек решила выйти из этого преступного бизнеса, хозяйка притона стала угрожать ей и ее родственникам расправой. Решив воплотить свои угрозы в реальность, она схватилась за нож и ударила подростка. Тогда и стали раскрываться тайны этого бизнеса. Женщину задержали и заключили под стражу. Женщине предъявлено обвинение в организации занятий проституцией, вовлечении в занятия проституцией несовершеннолетнего, а также угрозу убийством. При этом свою вину она не признала. Следствием собрана достаточно доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В ближайшее время должна быть назначена дата первого судебного слушания в Советском районном суде. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, «Вызов 112».
Виновным признали сегодня 27-летнего Самата Валиуллина. Его обвиняли в смертельной аварии, устроенной им в состоянии алкогольного опьянения. Рано утром 11 марта на Сибирском тракте он за рулем Фиата Альбео выехал на встречную полосу и протаранил Ладу Приора. 20-летний водитель отечественного автомобиля погиб на месте. Его возлюбленную и 70-летнего деда тогда с различными травмами госпитализировали. Помощь медиков понадобилась и виновнику столкновения. Подробности уголовного дела и вердикт суда в репортаже Нафисы Минязовой. Я так глаз закрывал, я ничего не видел. В тот трагический день 70-летний пенсионер сидел на пассажирском сидении Лады Приора. Рассказал, что ранним утром он, его внук и девушка внука выехали из Арского района в Казань. Должны были отвезти торт, а девушку оставить в институте. Но на Сибирском тракте в их Ладу Приора врезался автомобиль Фиат Альбео. Иномарка выехала на встречную полосу. 20-летний водитель Лады скончался на месте. Пассажиры серьезно пострадали. Что произошло, узнали только спустя время. Очнулась с того, что меня трясли, меня разбудили люди и объяснили, что произошло. После удара иномарка перевернулась на крышу, а от Лады практически не осталось живого места. Медицинская помощь понадобилась и виновнику происшествия. Когда на место приехал брат пострадавшей пассажирки, водитель иномарки стал и вовсе отказываться от того, что сидел за рулем. Там уже начал хамить. Сначала сказал, что прости, но я не был водителем. Ну, я ему сказал, что как ты не можешь быть водителем, когда ты лежишь здесь. И он меня начал оскорблять. В крови мужчины была обнаружена немаленькая доза алкоголя. Перед тем, как сесть за руль, он выпивал. Рассказал он это только во время следствия. В суде же давать показания отказался. В 21 час я начал выпивать спиртные напитки. Выпила одну бутылку пива объемом 0,5, одну бутылку бальзамового гульма объемом 0,5. Спиртные напитки я выпивал примерно до 1 часа 11 марта 2019 года, после чего в 2 часа лег спать. В 4 часа 11 марта 2019 года я проснулся и вспомнил, что мне нужно отвезти автомобиль отцу. Проснувшись, я чувствую себя хорошо. Чувство того, что я нахожусь в состоянии алкогольного опьянения, у меня не было. На тот момент я считал, что я успела отрезветь, пока спал. Свою вину Самат Валиуллин признал полностью. Сегодня до судебного заседания он перевел потерпевшим 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Сторона потерпевших просила еще 1 миллион деду и отцу. Последнего признали потерпевшим по факту смерти сына. В итоге суд приговорил подсудимого к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима и обязал оплатить еще 350 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Сергей Хайдаров, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Погиб под колесами автомобиля «Каршеринг». Этой ночью на улице Фучика 23-летний водитель арендованной иномарки «Рено Каптюр» проехал по 40-летнему мужчине, лежащему на проезжей части. По словам очевидцев, сильно нетрезвый пешеход лежал на дороге и пытался встать, но попытки были тщетны. На нем была темная одежда, и он сливался с асфальтом. Поэтому молодой человек уверяет, заметить его он просто не мог. На наличие алкоголя в крови проверили самого водителя. Прибор показал, что пары спирта есть, но ниже допустимого предела, и признать молодого человека пьяным стражи порядка не могли. Какую ответственность сейчас понесет водитель, будут выяснять следователи. 1 человек пострадал в результате столкновения «Лады Калина» и «Тойоты Авенсис» в Щербаковском переулке. Всю ответственность за произошедшее оба автомобилиста перекладывали друг на друга. Водитель «Лады» считал, что иномарка развернулась прямо перед ним через двойную сплошную. Шофер «Тойоты», напротив, считал, что отечественный автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора. В ситуации разбирался Рамиль Галиуллин. Взял он двойной полосы, где не положено. Взял, передо мной развернулся. Оба водителя имели противоположные взгляды на произошедшее, начиная от направления движения каждого, заканчивая причинами аварии. По версии водителя «Лада Калина» он ехал по улице Тихомирного в сторону Щербаковского переулка, тогда как второй участник ДТП двигался ему навстречу. Двигался до тех пор, пока вдруг не решил развернуться. Причем сделал это, не доехав до перекрестка с улицы Айдинова. До перекрестка взял передо мной, развернулся двойной полосы, где не положено, стоит знак, прямо и направо. Я развернулся, а мне что делать? А я ехал нормально. Тормоза и немножко направо убежал, видите, никак. Пытался увернуть, так сказать. Скорость нормально там, сколько положено, 60. Водитель «Тойоты» сильно ударился головой. Прибывшие на место медики оказали помощь мужчине на месте. В больницу же он собирался ехать своим ходом после оформления аварии. На произошедшее у него был совершенно другой взгляд. Мужчина рассказал, что ехал вообще по улице Айдинова. Загорался красный сигнал светофора, я пролетел стоп линию. Чтобы на перекрестке помех не создавать, справа начали двигаться машины, на красный мне ехать нельзя. Я развернулся в этом же направлении.
куда ехали машины, на разрешающий зеленый сигнал светофора. В это время тут метров 10 проехал. На очень сильно красный свет получил очень сильный удар, летящий сильно, с большой скоростью машины. Также мужчина заявил, что у него есть очевидцы, а также запись видеорегистратора, доказывающая его невиновность. Полицейские, конечно, говорят, что я ехал на красный сигнал светофора, а я ехал на зеленый. То есть вас пока предварительно виновным считают, да? Да, меня полицейский считает предварительно виновным, несмотря на то, что есть показания видеорегистратора, что он ехал на красный. Возможно, свою невиновность водителю Toyota придется доказывать уже на детальном разборе в госавтоинспекции. Рамиль Галиуллин, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.